Усім добрый дзень, вы глядзіце жывую трансляцыю радыё Свабода. Мы цяпер знаходзімся ў Мінску на плошчы перад камароўскім рынкам. Гэта адно з самых папулярных месцаў для пікету, дзе збіраюць подпісы вылучэнцы ў кандыдаты ў прэзідэнты. Ужо другі тыдзень менавіта тут штодня збіраюцца десяткі людзей, якія хочуць паставіць подпіс пад аднаго з будучых кандыдатаў у прэзідэнты. Асабліва вялікімі былі тут зборы людзей у мінулую нядзелю, пазамінулую і мінулую. Асабліва цягам 7 гадзінаў тут стаяла вялікая чарга, якая у пікавыя моманты сцягала проста вуліцы Кульман. Гэта адсюль уздоўж вуліцы Харужа, потым па Якуба Коласа амаль цэлы кіламетр. І тысячы людзей прайшлі за одну нядзелю толькі, якія хацелі паставіць свой подпіс. Сёння будні дзень, абед, але ўсё роўна мы можам назіраць з вами таксама чаргу, тут каля 30 чалавек, якія прыйшлі падпісацца за двух пакуль кандыдатаў, будучых кандыдатаў у прэзідэнты. Гэта Святлана Ціханаўская і Валерый Цапкала. Сёння, вось, можа, каля 2 гадзінаў таму, прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко сказаў, што усе вось гэтыя чэргі, якія збіраюцца, яны несапраўдныя. Вось, ён нават выкарыстаў такі тэрмін, як карусель. Малая і вялікая карусель. Паводле Александра Лукашэнкі, людзі, насамрэч, гэта тыя самыя людзі стаялі ў адной чарзе, і яны проста, калі ставілі подпіс, то вярталіся назад у канец чаргі, і за кошт гэтага падтрымлівалася вось такое ўражанне, нібыта шмат людзей прыйшло падпісацца за аднаго з вылучэнцаў у кандыдату прэзідэнты. Зараз мы можам паказаць гэтае свежае відэа, як ён дакладна выразіўся на гэты конт. А эти очереди – это малая белорусская карусель, как я ее называю, и большая белорусская карусель. Малая суть ее в том, что здесь они расписались, потом опять зашли в эту очередь, в хвост стали, еще расписались и пошли-поехали. Даже достукались до того, мэр Минска заметил, что на автомобилях подвозят людей, расписались в машину, сели, они их по кварталу отвезли, опять поставили их в очереди. А большая карусель заключается в том, что в одно воскресенье на Комаровке они расписались, прошли. И эти же люди, ну плюс еще там несколько добавились, они опять пришли и расписались. А у меня за год 3, может, поэтому и болтаем. Вяртаемся на Камароўку. У жывую трансляцыю. Цяпер мы давайте паговорым з людзьмі, якія прыйшлі падпісацца сёння, і вы зададзім гэтыя пытанні, якія агучыў сёння Александр Лукашенко, пра тое, ці гэта тыя самыя людзі, якія проста вось так вяртаюцца і падпісваюцца быццам бы па некалькі разоў. Добры дзень. Гэта Рада Свабоды, жывая трансляцыя. Вельмі прыемна. Скажыце, калі ласка, вось ці вы увогуле першы раз прыйшлі падпісацца за кагосьці? Да, нам только 18 исполнилось. Да. Калі? Ну, мне в сентябре. В январе. А вось уже другі тыдзень праходзяць подпісы, ці вы на папярэднія прыязджалі вось сюды каб паставіць? Нет, не при первый раз приехали, но следим очень активно. Ну, ці вы чулі, сёння Александр Лукашенко сказаў пра тое, што гэта адны і тыя ж людзі, якія вось прыходзяць сюды ў чэргі? С джипов типа завозят, конечно. Ну, цирк, конечно, цирк. Это... Пусть придет сюда и посмотрит, ну, спросит у нас. И, по-моему, все будет ясно. Таксама ён казаў пра тое, што людзі, якія вось тут стаяць чэргі, гэта збольшага была радыкальная апазіцыя. Ці вы самі належыце да нейкіх палітычных рухаў? Нет. Нет, точно нет. Тут скорее просто за честное слово и, ну... Мы просто родились при нем, прожили свою жизнь до нынешнего момента при нем, и поэтому, ну, хочется уже что-то новое посмотреть, и да и плюс... Да если бы новое это было хорошим, но оно же ничего хорошего не приносит. С ним ничего нового, хорошего не будет. Что вся молодежь так знает. Ребят, приходите сюда. Ну реально, так и есть.
Добре, дякую. Паспробуємо ще спитати, може знайдуться люди, які не перший раз сюди прийшли, побачимо. Ось давайте до сусіднього літерального чоловіка. Добрий день. Гэта Рада Свободы, живая трансляція. Скажіть, будь ласка, ці ви вже на Комаровку колись приходили підписуватися за кандидатів у... Сегодня первый раз пришла. Ще раз? Только сегодня. Ага. А раней бачили, ці проходили, коли тут були великі вось гэтай чэргі людей? Нет, меня здесь не было тогда. А чому ви вирішили ви сьогодні прийти? Ну, надо это сделать, надо. Скажите, ці ви чули выказванне сённяшняй Александра Лукашенко про то, что люди, які стають у чергах, гэта те самые? Это что значит? Ну, в сенсе, что люди, які стають у чергах, яны просто вось так по колу ходять, подписываются и гэтым... Нет, я не слышала, но, по-моему, каждый, так сказать, по зову сердца сюда идет. Як ви думаєте, ці магчыма такая ввогуле ситуація, каб 1000 людей вось так ратавалася, в сенсе ротація такая адбывалася? Нет, я думаю, что нет. Я как раз таки написал много листов. Чаму ви вирішили сьогодні прийти і за кого підписатися? Ну, вот я стою сюда, на Тихановскую. Подписалась за Цепкала. Вот. А што вы думаеце наконт вось гэтай справы крымінальнай і пра знойдзеныя грошы у Сергея Тихановскага мужа? Только удивление вызывает. Ці вы верыце, што такое магло быць? Нет. Чаму? Ну, деньги надо прятать хорошо, иначе это ж смешно уже получается. Добре, дякую вам вялікі. Так, тут не так шмат людей, конечно, як у выходные, але весь час, что мы стоим, все равно новые люди додаются. Тут пару десятков людей стабильно есть у гэтай чарзе. Добрый день. Добрый день, гэта Рада Свободы, живая трансляция. Скажите, калі ласка, ці вы раней уже приходили сюды подписываться за кагосьці з кандидатов? Нет, первый раз сегодня. А увогуле удзельнічалі ў гэтых у выходныя, ці былі тут на Камароўцы, ці бачылі вось гэтыя натоўпы людзей вялікія? Ну, в интернете только видел, а так же нет, я не был здесь. Сегодня первый раз сюда пришел, получилось у меня прийти сегодня, я пришел сюда. А ці чулі вы вось выказванне Александра Лукашенко про то, что люди, якія приходят подписываться, это те самые, яны просто вось так по коле ходят? Не, я не верю в это. Это, люди выходят, как положено, один раз, что тут президент говорит, я не знаю, Должен же что-то говорить этот президент. Хоть какие-то слова, он должен свое оправдание сказать. Он говорит то, что может. Приходят сами по себе сюда, понимаете? Никто сюда никого не приводит, я думаю, это... Я же сам сюда пришел, меня никто не звал, ничего не... Як ви сюди? Ось на автобусі вас не привозили? Як... Не, вы что, нет, сам сюда. С дома приехал сюда и все. А ви? Если бы еще и на автобусе привозили, мы были очень благодарны. Нет, конечно. Все идут добровольно. Добровольно, да, желание. 100%. Ви так само перший раз прийшли підписатися за когось? Да, погода сейчас хорошая. Я думаю, что если погода нам будет сприять, то тут будет еще больше людей. А скажіть, будь ласка, ви ці у яких політичних рухах состоїте? Нет, я работаю в школе, и мне все очень надоело. Поэтому я хочу перемен. Тобто у державної організації ви працюєте? Да. Што не задавальняе? Вось кажуць наадварот, што гэта такі асяродак стабільнасці, дзе ўсё даволі добра. Отсутствие свободы слова, свободы волеизъявления и вообще не любовь к своему собственному народу. Вы з гэтым стыкаецеся ў працы? Постоянно. Везде. Не хочется подводить своих, администрацию, потому что все хорошие люди. А вот то, что сверху, то есть вся эта система уже очень-очень прогнила. Добре, дякую вам вялікі.
Ну вось чулі ўсё, я думаю. Зараз, можа быць, яшчэ раз вернемся да вось гэтага відэа, на якім Александр Лукашенко расказваў пра тэорыю малой і вялікай каруселі. Гэта нешта новае, раней пра такое мы не чулі. А вось у сувязі з гэтымі чэргамі таксама такая даволі новая з'ява у беларускай палітыцы, я бы сказаў. Вось сёння пра гэта ён распавёў. Зараз давайте паглядзім. А эти очереди – это малая белорусская карусель, как я ее называю, и большая белорусская карусель. Малая суть ее в том, что здесь они расписались, потом опять зашли в эту очередь, в хвост стали, еще расписались и пошли-поехали. Даже достукались до того, мэр Минска заметил, что на автомобилях подвозят людей, расписались в машину, сели, они их по кварталу отвезли, опять поставили их в очереди. А большая карусель заключается в том, что в одно воскресенье на Комаровке они расписались, прошли, и эти же люди, ну плюс еще там несколько добавились, они опять пришли и расписались. Ну, вас літаральна, пакуль вы глядзелі гэта відэа, я падлічыў, мінімум чалавек 10-15 новых падышло з тых, хто недакладна не стаяў тут у чарзе. Вось гэта людзі, якія вось толькі тут выстраіліся. Усё роўна з імі пагаворым. Добры дзень. Радыё Свабода, жывая трансляцыя. Вельмі добра, вельмі прыемна вас тут бачыць. Скажите, калі ласка, ці вы чулі сённяшнюю заяву Александра Лукашенко про малые и великие карусели? Послушайте, это ужасно. Да, я слышала. Что вы думаете на этот конт? Вы знаете, ну как можно комментировать, разве можно комментировать бред? Ну это же бред. Так нельзя. И, послушайте, ну такое неуважение к людям, к тем, кто... Вот у меня просто перехватывает дыхание, потому что это ужасно оскорбительно. И так нельзя жить больше. Это... Я просто сегодня настолько возмущена, я специально сюда приехала, потому что, ну, вот все эти люди, которые стоят здесь, сегодня их мало, в субботу и воскресенье здесь их было много. Разве можно говорить, что они за деньги здесь стоят, а не за себя? Понимаете? Ну что еще? Это просто ужас. Але ёсць жа вось з'яўляліся выказванні спартоўцаў беларускіх, якія казалі пра тое, што вось падобныя пікеты яны раскачваюць абстаноўку у Беларусі і дэстабілізуюць. Опять-таки, понимаете, у каждого есть свое мнение, да, и спортивные товарищи, номенклатурщики какие-то, они могут вполне высказывать свое мнение, Бога ради, но просто все остальные, наверное, которые здесь стоят, которые хотят для себя совершенно другой жизни, думают иначе. Вот и все. Пожалуйста, пусть говорят. Ну, хотя, как бы, наверное, в этой стране не все можно говорить, как оказалось. Потому что у нас есть один единственный кандидат, который говорит, что он не отдаст страну. У меня такой вопрос. Прости, а ты ее что, приватизировал уже? Это твоя вотчина, это твое, я не знаю, королевство. Что это? Как такое можно говорить? Скажите, ласка, ну вось што вы думаеце ўвогуле наконт гэтай палітычнай кампаніі і таго, як яна ўжо зараз развіваецца, з атрыманнямі, з грошамі знойдзенымі? Это трудно сказать, как будет продолжаться это дальше, потому что совершенно очевидно, что у власти есть абсолютный, скажем так, элемент запугивания, заткнуть всем рты, показать, кто здесь главный. И, в общем-то, можно предсказать, что вообще это будет очень жестко. Если только мы, наконец-то, за 26 лет не поняли, что хватит нами понукать. Вот и все. То есть мы не должны вести себя как бараны, которых загоняют в стойло и говорят молчать. И если каждый для себя скажет, что ну все, я больше не хочу жить, очень сложно. А вы персонально, вы скажете про запалохванне, про жорсткую реакцию, вы не боитесь уласна? Послушайте, что терять здесь?
Ну, если все мы выйдем, послушайте, нас что, всех пересажают, нас всех в тюрьмы запрут. Ну, не хватит, я не знаю, бомбоубежищ, если только нас в ледовые дворцы позасовывают. Ну, наверное, так. Нельзя человека преследовать за то, что он имеет мнение отличное от мнения какого-то другого человека. То есть у нас вообще декларируется правовое государство, и каждый гражданин имеет возможность высказаться по этому поводу. Вот и все. То есть здесь очень много людей высказывалось, и, в общем-то, мы должны это делать. Потому что сейчас, наверное, реально за все это время появился единственный шанс что-то поменять. Это будет очень сложно, но мы должны каким-то образом, я не знаю, я просто хотела бы, чтобы люди подумали и решили, готовы ли они дальше все это терпеть. Особенно в последнее время, ну, это очень угнетает и расстраивает. Вось мне тут падказвае рэдактар, што ў каментарах людзі зараз пытаюцца проста вы ці маглі б вы прадставіцца, ці вы дзесьці працуеце, чым займаецеся? Безработная. Да. А чым увогуле займаецеся у жыцці? Я работала, вообще, я работала менеджером по продажам, да. Добра, дзякую вам вялікі. И вам спасибо, успехов, берегите себя. Дзякуй. Добрый день. С вами можно поговорить? Добрый день. Нет, вы так само не хочете. Добро. Добрый день. Так. Чамусьці адмаўляюцца людзі. Добрый день. Гэта жывая трансляцыя радыё Свабода. Скажите, калі ласка, вас сюды привезли на автобусе ці на аўтамабілі? Як вы сюды трапілі? Сам приехал с работы. Чаму сёння ў гэты час? Ну, я в первую смену работаю, у меня заканчивается смена, вот только в это время я смог. Скажите, ці вы ўжо чыталі ці чулі выказванне Александра Лукашенко про карусели на сборах, на пикетах? Слышал об этом раньше, но сейчас я его уже не слушаю, честно говоря. А что вы думаете? Ну, он сказал литерально то, что людей сюда привозят, и они подписываются, и потом вертаются назад у чергу, как створать вот такую массовость. Мне кажется, это полные глупости. С Лукашенко вообще надо бороться только силовым способом. Он уважает и боится только силу. Если бьет нас милиция, значит, надо браться за палки. Если применяют слезоточивый газ, значит, надо брать камни. По-другому никак. Я, в принципе, сторонник таких радикальных мер. Потому что уже давно наблюдаю за ним. Это человек неадекватный. Он ведет себя... Мне иногда стыдно, что у нас в стране такой президент. Слушаешь его выступления, краснеешь до самых ушей. Вось таксама сёння казаў, што большасць людзей, якія прыходзяць на гэтыя пікеты, гэта людзі з радыкальнай апазіцыі, якія проста прадстаўляюць сябе як звычайных людзей. Вось пра сябе вы можете распавесці, чым вы займаецеся, ці вы ў нейкім палітычным руху? Нет, я ни в каком не политическом руху не удельничаю и вообще просто интересуюсь, давно уже наблюдаю за политикой у нас в Беларуси, за Лукашенко. И вообще-то, честно говоря, приводят нас сюда, в основном это уже достало. Невозможно жить, честно сказать. Жизнь ухудшается, экономика становится, заводы останавливаются, предприятия закрываются. Это вот основная причина. Ну и потом меня больше всего подтолкнуло вот последнее действие его по поводу провокации с Тихановским. Это вообще позор для страны. Что вы думаете про знойденные 900 тысяч долларов сегодня у яго на даче под Гомелем? Ну, они могут найти и миллион. Я не удивлюсь этому. Так же, как и у нас и метро, и политические оппоненты его исчезали, и он как бы и ни при чем здесь оказывается. Это все, мне кажется, просто вброс информации ложной, чтобы меньше людей приходило подписываться за Тихановскую.
А як ви думаєте, ці люди притягнуть, приходять на пікети за різних кандидатів? Я думаю, будут приходить. Я даже думаю еще подписаться из-за Бабарика, потому что надо побольше оппозиционных кандидатов, даже если протестные они, чтобы Лукашенко всегда говорил, что если народ попросит, значит я уйду. А как попросить его? К нему на прием записаться? Вот народ приходит, записывается. Пусть он придет, посмотрит, где его пикеты. Их нету. А ви би хотіли трапити на пікет з його уділом і зустрітися особисто? С ним? Ну, конечно, интересно. Но он не пойдет, он боится. Он боится прямых вопросов, он боится народа уже. Вы посмотрите, как он встречается на заводах. От него на 70 метров людей поставили, переодели в одежду, и, я думаю, даже заготовленные вопросы задают ему. Добре, дякую вам велике. Ось, покуль ми тут стояли, черга, в принципі, застається такої самої довжині. А зараз ми можемо показати і нагадати вам, як виглядав збор підписів на гэтым самым пікеті у неділю. Глядите. Мы вертаемся на площу перед Комаромским рынком у Менску. Тут і не тільки у вихідні дні, як зараз ви бачили на відео, але й у будні притягується збор підписів за вилученців у кандидату в президенти. Нагадаю, 9 жнивня у Білорусі пройдуть президентські вибори, 6 у історії країни. Сьогодні говорка про те, як ці справді люди, які сюди приїжджають, ці вони удільники так званої каруселі, про яку сьогодні Олександр Лукашенко розказував. Ось ми тут, напевно, 20-30 хвилин стоим, и пакуль вось гэта некалькі дзяткаў чалавек падыходзяць, увесь час падыходзяць усё новыя людзі. Гулялі яшчэ 10-15 хвілін таму, яны ўжо сышлі адсюль, і мы іх тут не бачым. Ось, паспрабуем яшчэ паразмаўляць з тымі, хто сюды прыйшоў. Добры дзень. Гэта жывая трансляцыя. Скажите, калі ласка, ці вы чулі выказванне Александра Лукашенко про чэргі, якія сюды привозят? Ну, что людей сюда привозят? Я слышала и про провокации, и то, что происходит сейчас, вчера. Да. Ці вас так само сюда привезли на автобусе, ці на джипе? Конечно, на 2. Да. Нет, конечно. Вот. Ну, просто надоело вот то, что происходит. Не хочется уезжать из Беларуси. Хочется, чтобы что-то поменялось. Ну, а можете патлумачыць, вось ці, як вы думаеце, ці магчыма тое, пра што ён казаў, пра тое, што 1000 чалавек это былі звезеныя сюды арганізаваны, і людзі просто па коле хадзілі і падпісваліся? Нет, конечно. Ну, может, он думает так, как он делает. Эти подписи собираются принудительно. Возможно, он думает о своей колокольне. А што, скажыце, яшчэ, калі ласка, думаеце вось наконт навіну пра Сергея Ціхановскага? І крымінальная справа, і вось гэтыя грошы знойдзеныя? Ну, конечно, подкинули. Они еще раз поехали сейчас на офис, 2-й или 3-й раз. Ну, сейчас, естественно, что-то найдут. Я не думаю, что это... Ну, я не думаю, я уверена, что это все провокация и подкинули. Вот.
А скажите, ці шмат сяброў, знаёмых, сваякоў вашых, якія таксама ахвочыя і прыходзяць, подписываются за... Да, у меня молодой человек уже подписался, его родители тоже, они, не доехали еще, но собираются тоже. Но моих, к сожалению, бабушку, дедушку никак не переубедить, они не верят во все это, говорят, а что лучше будет, что ли, или, а вот вы не знаете этих кандидатов, не верят ни в будущее, ни... Таксама сёння Александр Лукашенко казаў пра тое, што магчыма жорсткая рэакцыя, прыгадаў расстрэл пратэстоўцаў ва Узбекістане. Ці вас гэта не палохае? Нет, не полохая. Как... То, что у нас это может быть... Так. Нет, я не думаю, что это будет. Добре, дзякуй вам вялікі. Вось, прыкладна тое самае так адбываецца тут увесь час, вось гэтай пару десяткаў чалавек, якія вельмі хутка падпісваюцца і сыходзяць адсюль з камуроўкі. Нагадаю, будні дзень, але чарга не змяншаецца і людзі ўвесь час падыходзяць. Так, давайте яшчэ паспрабуем з кім-небудзь паговорыць. Добрый день. Добрый день. Да не, я вас смотрю так. Вы нас глядите? Ага, молодой человек глядит нашу трансляцию, стоящую в черзе. Добрый день. Добрый. Радио Свобода, живая трансляция. Вы сами глядите? Так. Не зараз. Неделю глядел. Скажите, вас сюда привезли автобусом, джипом, машиной? На своей машине приехал. Машиной приехал. Сами? Сами. Сам, конечно. Ці перший раз увогуле подписываетесь за когось? За Цыпкалу раз подписывался на своем районе, а зараз за Бабарыку подписался и за Тихановскую так само подпишусь. Бок вы не удзельнічалі некалькі разоў у чэргах? Не, это первый раз. А что, уже такие слухи ходят, да? Не чуткі. Сёння была заява Александра Лукашенко про то, что людей звозяць и гэта те самые просто ходят по коле, вертаются ў конец чаргі. Что вы думаете? 6 год нешта кажа, ніяк не договорить. Постоянно некие плетки ад'еху. Ай, слухайте, марнаванне часу. Вам не трэба, я не слухаю. Скажите, что ўвогуле вы думаете, які у вас адчуванні наконт гэтай палітычнай кампаніі? Это будзе незвычайная кампанія, это будзе нават не 2010 год. Я бачу колькі народу, як народ падымаецца, гэта будзе нешта іншае. Ён сёння ўжо запужваў людзей, я па радыё чуў. Штосьці мне падказвае, што уцячэ ён свой Ростов, ці куды там Янукович уцёк. Разом з Бакієвым, з усімі своїми сябрамі. Ось туди, на ўсход. Думаете, може мы можем стать свідками того, як зміниться влада? Конечно. Можем. А можем і не стать. Як воно буде? Я ж не екстрасенс. Що робити? Треба щось робити. Але что вас примусило прийти и подписываться за розных абсолютно кандидатов, вилученців у кандидата президента? Я подписываюся не за вилученців кандидата, я подписываюся супроть одного вилученців кандидата, який вже там 100 мільйонів підписів назбирав. Бабки в кидах, хай розкаже. До речі, так, ведаеце, да, ці ви чулі про те, що він там вже за 3 дні 200 тисяч підписів собрав? Конечно. Хто тут не чув? Харків? Ой, боже мой, кого ви слухаєте? Бляха-муха. 26 год. Мой дед, уже покойный, який війну пройшов, казав, болтун. Ось. Ще в 10-му годі. А про социологічне питання. Ведаеце, што была рекомендация... Воронили? Так. Что вы думаете? А что еще можно сказать? Саша 3%. Боится? Вельми боится. А что робить? Он такая особа, ведаете, он хитрый или туповатый. И своим таким селянским розумом разумеет, что треба всех заткнуть, всех запужать. Ранее это прокатывало, коли выходила только оппозиция. Вы ведаете, коли там были
Статкевич, Міленкевич, усі інші. Ну, в 10-му году запужав. Хоч і вийшло 50 тисяч народу, але що, ну, розогнали, тому що не було централізованого командування, не було плану. Приходите на площадь, всі прийшли, а далі що? Ось, люди не ведали, що робити. Їх почали розганяти і як стадо розогнали. Ось ми ще так удокладняємо. Ці ви у некім політичним руху состоїте. Ось так само сьогодні казав Лукашенко про те, що люди, які приходять підписуватися, це та сама радикальна позиція, яка просто там перекидується з іншими звичайними людьми. Ні, не состою. А чим ви займаєтеся? Я, працюю. Я на угол зараз роботу трохи підсашковую, але що робити? Проїжджав ось тут, гляжу, люди стоять, думаю, а чому ні? Неділю у мене часу не буде, хоч зараз подойдуть. Хутенько там хвилин за 20 підпишусь, думаю, і побігу далі. Добре, більше не будемо вас підставляти. Дякую вам. Добрий день. Собачкам так само не хочеш сіти? Да, будет подпись ставить. Просто два питання. Ці вас сюди привезли на автобусі чи джипі? Нет, мы сами пришли, конечно же. Что-то уже хотя бы изменить, надеемся. Сделать какой-то маленький вклад. Хоть очень маленький, но надеемся на изменения какие-то. І питання, ці ви раніше вже підписувалися тут і просто ходите так само по колі, як ви сьогодні, ви чули, що Олександр Лукашенко казав про каруселі? Просто не удавалось из-за работы, а сегодня выходной, и вот мы пришли уже подписаться и за Тихановскую, и за Цепкала, и за Бабарика. Сразу за 3. Добре. Дякую вам велике. Так само у коментарях люди, наші глядачі питаються, як працюють у Вогулі пікети. Можемо зараз підійти і спитати. Наскільки я відео, з 12 до 10 у будь-який день ось мають право в усіх місцях, окрім заборонених. Так, зараз ось скончить підписуватись, хутенько спитаємося. Нагадаю, ми зараз на Комаровському ринку знаходимося. Тут у будній день, але ось десятки людей просто на наших вежах без кінця приходять нові люди і стають у черзі підписатися за одного з 3 кандидатів у вилученця, у кандидати у президенти. Добрий день. Можна хутенько питання у вас удокладність? Просто як працюють пікети тут на Комаровці у Вогулі, з якого по який час і... Ну, так получилось, что я совсем недавно, что я оказался членом инициативной группы, получил этот допуск только буквально вчера, узнал, да, в связи с этой суматохой, в связи с тем, что начинаются задержания и садят организаторов. Вот, информация только до меня дошла через 2 недели. Вот, а сама точка на Комаровке, как я знаю, начинает работать уже где-то с половины 12 и до конца, до положенного времени, то есть до 10. То есть с 11:30 до 10. Кожний день? Каждый день, да. Каждый день. А ви, Вогулі, ініціативна група, ці ви не боїтеся там неких мер супроть вас, ось навіть тут, на Комаровці? Информацию мониторишь, вот. И когда идешь сюда и собираешь подписи, просто уже как-то смиряешься с тем, что, возможно, будет какая-то провокация или, возможно, будет задержание. Поэтому бояться уже, мне кажется, нет смысла. Ты свободно, ты сидишь, собираешь подписи, это все законно. Все. Добре, дякую вам. И вам. Так, тут почався дощ невеликий, ось, але можемо протягнути. Ось. Добрый день. Добрый день. Это ж Рада Свободы, живая трансляция. Хотели спытать, ці вас сюди привезли на автобусе, ці на джипі, ви підписалися? Нет. А ви самі перший раз прийшли, ці раніше так само вже ходили на... Первый. Чому сьогодні ви вирішили? І ввогуле, чому підписуватися за когось з вилученців кандидати? Сегодня, потому что будний день, меньше людей, коронавирус там, безопаснее, вот. Подписываться, потому что, мне кажется, есть возможность что-то изменить. А что вы хотели изменить?
Ну, ці на што спадзяецеся гэтыя людзі могуць змяніць? Ну, чтобы все было честно, какие-нибудь справедливые выборы, там, чтобы налоги шли не на какой-нибудь новый бронированный лимузин, а туда, куда надо. Вот. Ну, как бы, те же самые цены на бензин. Я езжу на мотоцикле, мне не устраивает. Как бы, зная современные цены на нефть, что она очень упала, а у нас там 4 или там сколько, 5 копеек, ну, как бы, я считаю, что это неправильно. Вот. Добра, дзякуй вам вялікі. Добрый дзень. Гэта Радыё Свабода, жывая трансляцыя. Хацелі спытаць, якім чынам вы тут аказаліся? Ці вас прывезлі арганізавана на аўтобусе, ці на джипе? Не, сам. Ці першы раз? Перший. Вось вы ці чулі тое, што Александр Лукашенко сёння казаў пра гэтыя чэргі, што яны арганізаваныя, што гэта карусель, дзе людзі ходзяць па коле? Клусня. Все. Добра, вельмі коротка, але так, мы з вами вось гэты час былі на камароўскім рынку, дзе праходзяць пікеты адразу некалькіх вылучэнцаў у кандыдаты ў прэзідэнты і спрабавалі высветліць у людзей, што яны думаюць наконт таго, што Александр Лукашенко распавядаў пра каруселі, малыя і вялікія каруселі, калі людзей прывозяць падпісвацца, і потым яны проста па коле ходзяць, і гэтым ствараецца ўражанне, што насамрэч шмат людзей, хаця, па яго слову, гэта тыя самыя людзі. Вось усе, з кім мы размаўлялі, гэта людзі, па іх словах, яны першы раз прыйшлі. Ніводнага з іх не было, па іх жа словах, ізноў, тых, хто удзельнічаў у нейкіх палітычных рухах. Гэта звычайныя людзі, проста якія звязваюць спадзяванні на будучыню вось з кандыдатамі, за якіх яны прыйшлі падпісацца. Больш навінаў і пра гэту палітычную кампанію і увогуле пра сітуацыю ў Беларусі сачыце на нашым YouTube-канале. Не забывайце падпісацца. Вось зараз гэтую трансляцыю вы глядзіце. А таксама на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай. Минск еще есть.